Новости экономики, спорта, мировые новости и главные события нашего региона. Обо всем этом расскажем в ближайший час. И начнем с новостей валютного рынка. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64 рубля 2 копейки, евро 70 рублей 85 копеек. Американскую валюту, по данным сайта банки.ру, выгоднее всего в Якутске покупает Восточный банк за 63 рубля 55 копеек. Лучший курс продажи установлен в Россельхозбанке, это 64 рубля 12 копеек. Евро выгоднее всего покупает Россельхозбанк за 70 рублей 53 копейки, а продает банк АТБ за 71 рубль 2 копейки. Электронные трудовые книжки могут появиться в России. При этом сведения о трудовой деятельности в пенсионный фонд будут обязаны предоставлять работодатели. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит сегодня. Ожидается, что переход на электронные трудовые книжки повысит уровень сохранности данных работника. Также процедура трудоустройства станет проще, а россиянам предоставят выбор – пользоваться бумажной трудовой книжкой или завести электронную. Правила сдачи экзаменов по русскому языку и истории для иностранных граждан могут изменить. Уровень требований к знаниям предлагают поставить в зависимость от цели пребывания иностранцев в России. Соответствующий законопроект Госдума также планирует рассмотреть сегодня. Проводить экзамены на знание русского языка, истории и законов России будут образовательные организации, входящие в утвержденный перечень. А по результатам испытаний выдавать сертификат. Срок его действия устанавливает правительство. Документ выдадут на 3 года, если иностранец получает разрешение на временное проживание, на работу или патент. Бессрочное действие сертификата в случае получения вида на жительство. В Москве продолжается транспортная неделя. В рамках форума был представлен проект укрупненного центра филиала аэронавигации Северо-Восточной Сибири в Якутске. Это часть федеральной целевой программы развития транспортной системы России. Ультрасовременный комплекс строится в районе аэропорта Якутск и должен заработать уже в конце следующего года. Главная его задача – обеспечение безопасности полетов. Сегодня в Якутии работает 3 диспетчерских пункта в Якутске, Нерюнгри и Мирном. Но новый центр будет координировать все полеты над республикой из одного места. Мы проводим совещание с руководителем Росавиации Снерадько. Это отдельное совещание по Якутии. Для нас актуальная тема реконструкции ВП-2 в городе Якутске. Это организация полетов. Мы будем обсуждать еще вопросы, касающиеся реконструкции в целом аэропортов Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о проекте «Мы – будущее России», направленный на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Согласно документу, приоритетной целью госполитики Якутии является воспитание гражданина РФ, гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны. Сегодня стало днем рождения новой традиции. Отныне каждый день в учреждениях образования будет начинаться с гимна России. В одной из школ Алдана сейчас находится наша съемочная группа. И на связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, приветствую. Как начался сегодняшний день? Эксперты отметили рекордный за 5 лет дефицит. Анастасия, здравствуй. Весьма торжественно и даже празднично начался учебный день в школе номер 2 города Алдана. Хотя, конечно, мальчишки и девчонки были немного удивлены. До начала занятий наставники предложили им пройти в актовый зал, где зазвучал гимн Российской Федерации. Вот как это происходило. С исполнения гимна теперь будет начинаться каждый учебный день. Согласно указу главы Якутии, в целях укрепления патриотизма и гармоничного развития подрастающего поколения гимн Российской Федерации надлежит исполнять перед началом занятий во всех учреждениях образования. Новая традиция придется детям по душе, считает директор 2-й школы Ольга Оглоблина. Я считаю, что очень своевременный документ, он будет очень полезен, потому что патриотизм – это такое глубокое чувство, которое, конечно, нужно всем нам развивать еще и взрослым, и детям.
а гимн – это символ нашей государственности, поэтому я думаю, что это очень важно. Не знаю, как это у нас все будет получаться. Думаю, что не все слова знают, переживаю, как это будет. Но думаю, что это правильно. Традиция исполнения гимна предваряет реализацию проекта «Мы – будущее России». Целью этого проекта является приобщение детей и подростков к духовно-нравственным ценностям. Сергей. Спасибо, Татьяна. Я напомню, с нами на связи была Татьяна Вахнина из города Алдан. А мы продолжаем выпуск. Эксперты отметили рекордный за 5 лет дефицит кадров в российской промышленности. Такие данные проводятся в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Более подробно расскажет моя коллега Нергуяна Иванова. Нергуяна, с чем это связано? Сергей, нам приходится констатировать, что обеспеченность кадрами в сфере промышленности Российской Федерации упала на 6%. Стоит отметить, что такого дефицита работников не наблюдалось с 2014 года. И причиной сложившейся ситуации стали, специалисты считают, недостаточный спрос на промышленные товары. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нергуяна Иванова. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в будущем в стране следует отказаться от механизма долевого строительства. По его словам, это станет лучшей гарантией, что не будет проблем с обманутыми дольщиками. Глава Кабмина отметил, что институт долевого строительства имеет уникальный характер и существует в подобном виде лишь на территории России. По его словам, своим возникновением он обязан отсутствию необходимых ресурсов у строительных организаций в связи с кредитной ставкой и общим состоянием экономики. В парламенте Якутии приняли в первом чтении проект закона о госбюджете республики на следующие 3 года. Согласно законопроекту, доходы госбюджета республики составят в 2020 году 179 миллиардов 300 миллионов рублей, в 2021 году 187 миллиардов 200 миллионов рублей и в 2022 году 175 миллиардов 800 миллионов рублей. Расходы госбюджета Якутии составят 180 миллиардов, 188 и 176 миллиардов рублей соответственно. Доля доходов, которые получит бюджет Якутии от нефтяной отрасли в 2020 году, впервые превысит долю, полученную от алмазодобывающей отрасли. Как отметил глава Кабинета министров региона Владимир Солодов, несмотря на то, что в этом году Якутия испытывает определенные сложности, снижаются поступления добывающих компаний алмазодобывающей отрасли, одновременно наблюдается увеличение поступлений за счет компаний нефтегазовой секции. Из общей прибыли рентабельных предприятий, налоги от которых начисляются в бюджет республики, в 2020 году свыше 33% придется на долю алмазодобывающей отрасли, более 38% на долю нефтедобывающих предприятий. При этом в 2019 году эта доля составила свыше 42% и 29% соответственно. Налоговые поступления от нефтегазового комплекса в бюджет Якутии по итогам 2018 года составили 15,6% против 34% от алмазного. Власти региона планируют улучшить эти показатели путем создания на территории республики дочерней структуры «Газпрома». Также правительство Якутии предлагает инициировать внесение изменений в налоговый кодекс Российской Федерации. Так, порог инвестиций для добывающих отраслей может возрасти с 50 до 500 миллионов рублей. Государственный бюджет Якутии сохранит свою социальную направленность. Об этом сообщил премьер-министр региона Владимир Солодов. 145 миллиардов рублей или почти 80% от общих расходов будут нести социальный характер. В полном объеме будут направлены выплаты на обязательства по заработной плате. Также в полном объеме будут выполнены майские указы. Кроме этого, Владимир Солодов заявил, что сокращений не будет ни в здравоохранении, ни в образовании. Финансирование сельского хозяйства также останется на уровне не ниже 2019 года. Мост через реку Лену в Якутии претендует на включение в план модернизации транспортной инфраструктуры России. Правительственная комиссия по транспорту утвердила лист ожиданий из 57 проектов, претендующих на включение в план.
Общая сумма новых проектов составит более 3 триллионов рублей с федеральной частью, с федеральным софинансированием около 500 миллиардов рублей. Помимо проекта строительства Ленского моста в лист ожидания вошли 3 моста по Вилюйской дороге, мост на трассе Колыма, проекты, связанные с автомобильным сообщением, и 37 проектов в сфере авиации. Учебный центр рабочих профессий открыли в Хангаласском районе Якутии на базе производственного объединения «Якутцемент». Совместный учебный центр «Якутцемента» и Покровского колледжа будет обучать рабочим профессиям сотрудников цементного завода, население школьников района. Отмечается, что на базе центра планируется проведение профориентационных мероприятий, проектной деятельности, различных соревнований профессионального мастерства. Предприятие «Якутцемент» на сегодняшний день обеспечивает 100% потребностей республики любым видом цемента. Для этих целей в 2018 году был открыт новый завод. Соответственно, увеличено количество работников практически до 1000 человек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, тебе слово. Нюргаяна, спасибо. Это были новости экономики с Нюргаяной Ивановой, а мы продолжаем выпуск. Природные пожары вспыхнули в штате Южная Австралия. Власти оценивают их как катастрофические. В ближайшее время может начаться эвакуация населения. Подробности в репортаже «Рейтер» рассказывает Сергей Берец. Фронт борьбы с лесными пожарами в Австралии смещается с востока на запад. Продолжает гореть штат Новый Южный Уэльс. Сейчас огнем охвачены еще и обширные районы соседнего Южной Австралии. Экстренные службы зафиксировали 50 новых очагов возгорания. В зоне бедствия закрыты более 100 школ. В любой момент может начаться эвакуация населения. Власти оценивают положение как катастрофическое. Это означает, что пожарные не в силах взять ситуацию под контроль. В штате Виктория впервые с 2010 года введен высший красный уровень угрозы. Комиссия по управлению чрезвычайными ситуациями настоятельно рекомендует гражданам покинуть свои дома и выехать в безопасные районы, поскольку в четверг может уже быть поздно. По прогнозу, 21 ноября температура воздуха в регионе превысит 40 градусов Цельсия, а порывы ветра будут достигать 90 км в час или 25 метров в секунду. А выжившая при пожаре коала Льюис встретилась со своей спасительницей. Животное вынесла из огня жительница Австралии Тони Доерти. При пожарах, бушующих на востоке Зеленого континента, погибли по подсчетам властей уже более 350 сумчатых. Смотрите далее. Тони Доерти, австралийка, которая спасла сильно обгоревшую, вопящую от боли коалу из лесного пожара, встретилась с животным в среду в ветклинике города Порт-Макуари. Спасенный зверек получил кличку Льюис. В интервью местному телеканалу Тони рассказала, что ею руководил природный инстинкт. Когда она поспешила на помощь коале, сняла с дерева, завернула в свою рубашку и потом стала поливать водой. Будучи всего лишь беззащитным животным, которое направляется прямо в пламя, я знала, что если мы не сбросим его с дерева, он окажется в самом пекле. Так что я сразу сказала себе: доберись до него, потуши огонь, и как только я поймала его, вспомнила, что в машине есть немного воды. Чейн Фланаган, директор ветлечебницы, в которую доставили животного, подтверждает, что у зверя сильные ожоги, но теперь он пьет воду, ест зелень и наслаждается жизнью. Он, наверное, в худшем состоянии из всех, кто к нам попал. У него обгорел довольно густой слой шерсти, и только в одном месте она сохранилась в полном объеме. Это значит, у него действительно сильно обожжены задние и передние лапы, ожоги под мышками, опален нос. Да, это очень старая коала. Большинство из тех, кто живут у нас, очень молоды, но он... Посмотрите на него, он действительно хорошо питается и думает, что все в порядке. 5-звездочный сервис. Коалы вокруг Порт-Макуари стали главными жертвами лесных пожаров. Огонь охватил основной ареал обитания этих животных. По предварительным подсчетам погибли уже более 350 сумчатых, и местные власти говорят, что пока ситуация в регионе только ухудшается.
Рождение года. В Чехии появился на свет детеныш редкой паукообразной обезьяны. Куата жофруа – вид паукообразных обезьян, которые находятся под угрозой исчезновения. Тем не менее, 2 недели назад в мире стало на одну особь больше. Родилась она в неволе в зоопарке города Дичи на севере Чехии. Во вторник новорожденный впервые высунулся из шерсти матери, чтобы осмотреть свой вольер, рассказывает Анастасия Дмитриева. Это детеныш мексиканской паукообразной обезьянки. Ему всего 2 недели. И во вторник он впервые выглянул из меха своей матери в зоопарке города Дечен на севере Чешской Республики. Данный вид приматов находится на грани вымирания. Так что для руководителя программы размножения питомника Петера Хаберланда появление на свет малыша стало одним из главных событий. Для нас это рождение года. Мексиканская паукообразная обезьяна – это исчезающий вид, и мы разводим их в течение очень короткого времени, только около года. Поскольку мы добились успеха, значит, им хорошо здесь, и мы очень рады. Хаберланд рассказал, что детеныш, чей пол еще не определен, помимо прочего, ценен как продолжатель своего рода. Этот новорожденный очень важен генетически, потому что его мать была поймана в дикой природе в Гватемале, что является большим преимуществом. Это уже второй ребенок 17-летней самки Мелоди, который родился в неволе. Ранее она дала жизнь еще одному малышу, когда жила в пражском зоопарке. Нынешнее пополнение произошло менее чем через год после того, как 3 взрослые особи прибыли сюда из Праги в рамках программы разведения. В дикой природе эти приматы живут в тропических лесах Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, где их численность сокращается из-за уничтожения естественных мест обитания и охоты на них. Международный союз охраны природы занес мексиканских паукообразных обезьян в Красную книгу. Мировой авторитет по наведению порядка и созданию уюта в доме Мари Кондо занялась онлайн-торговлей. Она продает нужные и не очень в хозяйстве вещи по умеренным ценам. Подробности в репортаже Сергея Берец. Мари Кондо, снискавшая себе известность как эксперт по домоводству на родине в Японии и за ее пределами, открыла виртуальный магазин. Теперь последователи ее учения, читатели книг и зрители сериала об искусстве наведения порядка в доме и в жизни смогут купить к предстоящим праздникам подарки на площадке konmari.com. Товарные позиции включают в себя камертон и прозрачный кристалл кварца за $75. Заостренная палочка для традиционной японской терапии шиацу обойдется в $12. Советы по поводу оптимальных методов складывания одежды, рекомендации выбрасывать все ненужное, включая шкафы и бумагу, обратили в ее веру множество людей. Поклонники считают, что благодаря ей они стали свободнее и счастливее. Оппоненты видят в повсеместном присутствии Мари Кондо черты культа. Они говорят, что звезда навязывает потребителям хлам, от которого сама же призывает избавляться. Это были мировые новости на Якутия-24. И в продолжение новостей мирового значения якутские ученые сделали поистине сенсационное заявление. Они предполагают, что обнаруженный во время экспедиции на острове Котельный мамонт Павлова был убит древним человеком. Сделать такой вывод позволил обнаруженный в лопатке древнего животного осколок костяного оружия. Сейчас ученые исследуют находку. В отделе изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юра, ждем от тебя подробностей. Да, здравствуй, Сергей. Как только находку привезли в Якутск, а во время предварительного осмотра в лопатке животного был обнаружен фрагмент острого наконечника. Давайте посмотрим. Если присмотреться, то его можно увидеть. Да, вот он. Давайте немного покажем его зрителям. Он отломан с обеих сторон, с внешней и внутренней. Именно этот факт позволил ученым сделать предположение, что животное было убито руками человека. Это подтвердило и то, что на ребрах и черепе животного были обнаружены повреждения, со слов ученых. Во время осмотра костей и скелета мамонта на ребрах, черепе, лбу и затылке, а также второй лопатке животного были обнаружены многочисленные порезы и царапины. Это выглядело так, как будто с животного сняли кожу, а также снимали кости с мяса. Как нам сказали, у него также
срезали и хобот. Они предполагают, что уже тогда хобот был деликатесом. Буквально неделю назад, в середине месяца, якутские палеонтологи совместно с учеными из японского университета GK провели компьютерную томографию лопатки мамонта и сделали вывод, что есть большая вероятность, что там есть осколок наконечника. Тем не менее, они говорят о том, что не этот удар явился причиной смерти мамонта. Это был скорее промах, говорят они, так как сам удар был нанесен, скорее всего, в живот по аналогии с охотниками на слонов в Африке. Они бьют животных именно в живот, тем самым травмируя внутренние органы. Сейчас рядом со мной находится руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Альберт Протопопов. Давайте спросим у него подробности. Альберт Васильевич, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о значении этой находки. Значение этой находки, оно очень даже бесценное, ее очень сложно оценить, потому что возможно, что это в мире самая первая находка, настолько плотно утилизированная человеком, полно именно. Потому что, в основном в предыдущих находках это были либо отдельные кости застрявшими наконечниками от орудий, либо царапины немногочисленные на скелетных или костных частях. А здесь мы видим почти полный скелет мамонта именно с многочисленными следами, как его люди утилизировали. И мы уже можем даже сейчас на стадии предварительных исследований мы уже очень многое можем узнать о том, как люди утилизировали мамонтов и как на них охотились. Потому что обнаружили наконечник на лопатке мамонта, и имеется возможность след еще на ребре от метательного орудия. Это буквально позавчера это увидели, но это еще нужно доказывать. И это именно обуславливает то, что мамонт был убит. Это возможно, что даже первый мамонт, который был убит именно многочисленными бросками, с дротиками, копьями, а потом его люди полностью утилизировали, срезали мясо и даже хобот. Спасибо большое, Альберт Васильевич. Но я добавлю, что исследователи Академии наук Якутии сейчас собирают научную группу для того, чтобы совместными усилиями узнать о деталях той самой охоты. Сергей, на этом у меня вся информация, но мы продолжим следить за событиями. Спасибо, Юра. Находка действительно похожа на сенсацию. Надеемся, она поможет ученым в изучении истории. Мы продолжаем выпуск. Спасатели помогли провалившейся под лед пенсионерке выбраться на берег на реке Тобол в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России. 81-летняя пенсионерка решила перейти реку по неокрепшему льду и провалилась в воду в районе паромной переправы. Спасательную службу об этом сообщил очевидец. На месте происшествия спасатели в гидрокостюмах спустились на лед и подобрались в полынье, в которую провалилась женщина. Она побывала в воде около 15 минут. В ледяной воде оставаться на плаву пенсионерке помогла верхняя одежда. В воде она надулась воздушным пузырем и послужила спасательным жилетом. Что касается медицинской помощи, как быстро должна приезжать скорая, временной норматив прибытия скорой помощи сейчас составляет 20 минут. Именно так прописано в базовых документах здравоохранения до следующего года. Но ко всем ли вызовам относится данный регламент и как дело обстоит в реальной жизни, расскажет Полина Долинская. Полина, тебе слово. Здравствуй, Сергей.
В последнее время в социальных сетях все чаще всплывают гневные комментарии и недовольство по поводу работы скорой помощи. Многие жалуются, что помощь далеко не скорая. Бригаду врачей приходится ждать по несколько часов, а некоторые и вовсе не дожидаются их приезда. Хотя существует официальный норматив времени прибытия скорой, прописанный в документах. Впрочем, свои тонкости есть и в этом вопросе. В 2018 году, согласно исследованиям Росстата, каждый третий россиянин старше 15 лет, вызывавший скорую помощь, ждал ее от 20 до 40 минут. Около 10% граждан провели в ожидании медиков более 40 минут, а 3% из них – больше часа. Хуже всего дела обстоят в малых селах и крупных городах. 28% жителей из деревень с населением до 200 человек не могли дождаться приезда скорой от 40 минут до часа и даже более. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона с проблемой столкнулись 23% граждан. Мы решили провести свой мини-опрос и вышли на улицы Якутска. Как у наших горожан обстоят дела? Мнения разделились. Скорости обслуживания, можно, конечно, сказать, недовольны, а по качеству довольны. По скорости, в принципе, нет. В принципе, быстро приезжали. Когда в вечернее время пытаешься вызвать врача, они иногда отказывают, потому что говорят, что есть вызовы посерьезнее. Буквально приехали через 5 минут или 10. Очень быстро, когда я вызывала. Здесь важно понимать, что у службы скорой помощи есть своя система расстановки приоритетных вызовов. Разделяют обращения на экстренные и неотложные. К первым пациенты бригады приедут быстрее, всего за 20 минут, за ними приоритет. Ведь к этой группе относятся пациенты с нарушением сознания, системой кровообращения, которые могут возникнуть, к примеру, при инсультах, а также с различными формами удушья. В общем, показатели, которые могут угрожать жизни. К формам неотложной же помощи относят ситуации, которые не имеют явной угрозы для жизни человека. Пациент находится в сознании. Это могут быть обострение каких-либо хронических заболеваний или типичная простуда с высокой температурой. Бригада в этом случае может ехать до 2 часов. Но, судя по ответам населения, скорая помощь не всегда укладывается и в эти нормы. Причины самые разные. Довольно часто банальное человеческое любопытство прохожих мешает вовремя выполнять врачам свою работу. Потерял 5 минут здесь на объяснение, там в результате задержка. Не последнюю роль играет и загруженность медиков. Только вне эпидсезона, по информации профильного ведомства региона, на телефоны операторов в день поступает в среднем 350 вызовов. Из них половина, а то и больше, с 6 вечера до 12 часов ночи. А в самые горячие сезоны, праздничные, выходные дни или в период эпидемии, эти цифры увеличиваются в разы. Кроме того, есть и определенные заблуждения в том, что на самом деле входит в обязанности бригады врачей. В связи с этим также возникают дополнительные недовольства. В обязанности сотрудников скорой помощи не входит выдача или открытие больничных листов нетрудоспособности. Все, что может сделать приехавший врач – зафиксировать факт обращения. Также назначение лечения или выписка лекарственных препаратов не входит в перечень услуг. Это делает только лечащий врач. Задача бригады скорой помощи – определить состояние пациента и, при необходимости, оказать первую помощь. Что же касается транспортировки пациентов в карету скорой помощи, иногда бригада может состоять из 2 хрупких девушек, и тогда они вынуждены обращаться за помощью к родственникам или соседям. Не всегда звонок пациента заканчивается вызовом врача. Иногда в этом просто нет необходимости. Во время разговора диспетчер уточняет всю необходимую информацию, а после перенаправляет в один из консультационных постов. Номер 103, на который в большинстве случаев привыкли звонить люди, это оперативная линия. В случае, если необходимо получение медицинской консультации, обращаться нужно по номерам 506-826 консультации с врачом-педиатром и 506-827 для консультации с терапевтом. Для экстренных выездов на станции имеются 2 специализированные бригады реанимации. Принцип их направления построен таким образом, чтобы, по крайней мере, одна из бригад оставалась свободной на случай, если поступит вызов к пациенту в критическом состоянии.
В случае, когда пациенту требуется оказание экстренной помощи или необходимость замещения жизненно важных функций организма. До этого момента, пока пациент не окажется в больнице, только эти две бригады способны оказать помощь в необходимом объеме. На первый взгляд может показаться, что этого мало. На самом деле, используя их строго по назначению, этого вполне достаточно. На этом у меня все. Хорошего дня. Сергей. Спасибо, Полина. Исчерпывающий рассказ о работе скорой помощи от Полины Долинской. А мы продолжаем. Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило перевести медицинские справки для получения водительских прав в электронный формат. В соответствии с инициативой при получении или замене водительского удостоверения предоставлять медицинское заключение в бумажном виде больше не потребуется. Необходимые сведения о прохождении обязательного медосвидетельствования ГИБДД будет получать через систему межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, законопроектом предусматривается, что в МВД смогут получать информацию о водителях, у которых возникли медицинские противопоказания к управлению автомобилем до истечения срока действия водительских прав. При выявлении у водителя таких заболеваний информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе и предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. А водитель направляться на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования в течение месяца. Из-за рассеянности жительница Якутска лишилась 11 тысяч рублей. В краже денег подозревается кассир круглосуточного продуктового магазина. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, как же было совершено преступление? Женщина забыла карточку в магазине, а недобросовестный кассир этим воспользовалась и сняла с карты всю имеющуюся наличность. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Продавец круглосуточного магазина подозревается в краже денег у покупательницы. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее банковской карты были похищены 11 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемую 28-летнюю ранее несудимую жительницу столицы. Выяснилось, что потерпевшая расплачивалась за покупки в магазине банковской картой. После завершения операции женщина забыла карту на кассе. Злоумышленница, являясь кассиром, забрала карточку и сняла всю доступную наличность через банкомат, который находился в этом же магазине. Пин-код она запомнила, когда потерпевшая вводила пароль на кассе. Вскоре покупательница вернулась в магазин за своей картой, где остачу на ней она обнаружила лишь спустя несколько часов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вступил в законную силу приговор районного суда в отношении руководителя бюджетной организации по факту мошенничества в крупном размере. Сотрудниками регионального управления ФСБ в Ямиконском районе установлено, что начальник пожарной части, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил своего знакомого на одну из должностей в районный филиал противопожарной службы. Трудоустроенный мужчина на работу не ходил, но начальник части предоставлял заведомо ложные данные для составления табеля учета рабочего времени и получал начисленную зарплату. Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. Учитывая чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение имущественного ущерба, подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Пагубная привычка дорого обойдется пассажиру рейса Санкт-Петербург-Якутск. В дежурную часть Северо-Восточного управления МВД на транспорте поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна находится пассажир, куривший в туалете самолета. В аэропорту Якутск рейс встретили сотрудники транспортной полиции и сопроводили 21-летнего жителя Санкт-Петербурга в комнату полиции, расположенную в здании аэропорта. В своем объяснении мужчина указал, что во время полета зашел в туалетную комнату и закурил. Запах табачного дыма почувствовали другие пассажиры и сообщили об этом бортпроводнице, которая открыла туалет и застала нарушителя. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Застолье в компании незнакомцев редко заканчивается чем-то хорошим. Вот и на этот раз в полицию Якутска поступило заявление от мужчины, проживающего в районе аэропорта, о том, что у него похитили сотовый телефон и 1500 рублей. Полицейским потерпевший рассказал, что пригласил к себе домой компанию незнакомых ему людей для распития алкогольных напитков. В какой-то момент между одним из гостей и хозяином квартиры возник конфликт. Потерпевшему было нанесено несколько ударов, после этого злоумышленник отобрал у него сотовый телефон и деньги и скрылся с места происшествия. Оперативники установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний безработный местный житель, у которого был изъят похищенный смартфон. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека глубоко обеспокоено событиями в Иране. Силы безопасности Исламской Республики применили боевые патроны против участников акции протеста, вызванных повышением цен на бензин. Счет погибшим может идти на десятки. Он призывает власти Ирана к сдержанности и соблюдению прав граждан на мирные собрания. Иранские власти утверждают, что в столице восстановилось спокойствие. Подробности рассказывает Сергей Берец. Правозащитники со ссылкой на очевидцев и заслуживающие доверия источники утверждают, что в результате жестокого подавления акций протеста против повышения цен на бензин в Иране погибли десятки людей. Amnesty International называет цифру в 106 человек. Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл выразил глубокую обеспокоенность в связи с нарушением международных норм применения силы, в том числе со стрельбой боевыми патронами по протестующим. Определенные официальные лица, в том числе Аятолла Хаминеи, подтвердили, что сколько-то людей лишили жизни здесь и там. Но поступает все больше сведений, дающих основания полагать, что убитые исчисляются десятками. Государственные средства массовой информации Ирана сообщают, что в стране восстановилось спокойствие после нескольких дней беспорядков. Президент Хасан Рухани заявил о победе над иностранными врагами, которые то ли спровоцировали волнения, то ли попытались воспользоваться ими. Ранее верховный руководитель государства Аятолла Али Хаминеи поддержал решение правительства повысить розничные цены на моторное топливо и выплачивать полученные средства в виде субсидий малоимущим семьям. Участников акций протеста он назвал мерзавцами, которыми манипулируют извне. Как передает агентство «Фарс», силы безопасности взяли под контроль обстановку в городах и провинциях, где отмечался самый высокий уровень насилия и происходили погромы объектов частной собственности и государственных учреждений. Телеканал Пресс-ТВ передает репортажи о похоронах мучеников, гражданских и военнослужащих, погибших от рук бунтовщиков, а также о митингах в поддержку правительства. Проверять информацию, поступающую из Ирана, довольно сложно, поскольку власти Исламской Республики блокируют интернет. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня все. Александр, спасибо. Мы продолжаем выпуск. В Якутске водители начали ставить себе новые госномера необычной формы. В России теперь действует новый ГОСТ на регистрационные знаки для транспортных средств. И он работает параллельно с общепринятым. Наша съемочная группа отправилась в компанию, где официально с разрешения ГИБДД изготавливают дубликаты номерных знаков. Саргалана, расскажи, как получить дубликат госномера. Приветствую, Сергей. А именно здесь изготавливают и выдают дубликаты госномеров. Так что в случае утери номера можно просто заказать дубликат и без обращения в ГИБДД. Вот этот штамповочный пресс изготавливает до 5 заготовок в минуту. Пластины делают из алюминия, и они ничем не отличаются от оригинала. После пресса номера отправляют на покраску. Позже нам покажут весь процесс производства. Вообще компания занимается изготовлением номеров для всех видов транспортных средств. Они начали делать и новые номера квадратные. Их размера 170 на 290 миллиметров, и в сравнении со стандартными они выглядят как квадратные. Их могут заказать себе владельцы праворульных авто. Такие квадратные номера стоят 2000 рублей, а стандартные можно купить за 1000 рублей. И подробнее нам расскажет владелец компании Семен Николаев. Семен, расскажите, в каких случаях к вам обращаются за дубликатами? Здравствуйте. Бывают разные случаи. Кто-то теряет номера, у кого-то повреждаются госномера. Бывают случаи, когда стирается краска. В таких случаях обращаются к нам. Мы изготавливаем госномера по госстандарту. И время занимает от 5 минут до 10 минут изготовления. Также у нас поступили новые госномера. Такие номера могут поставить на японские автомобили,
могут только сзади. Спереди вытянутый госномер. А материалы где закупаете? Материал закупаем фирма «Роток». Это фирма «Роток» единственная компания в России, которая занимается этими госномерами и изготавливает оборудование. Спасибо. Может, посмотрим процесс производства? После пресса пластина отправляется на покраску. Получается, пленка специальная для горячего теснения идет. Она износостойкая, влагостойкая. Уже все? Да, все. Вот, как процесс, быстро. Да, процесс работы занимает 1 минуту. Также оформление. Ага. Такой номер отвечает по госстандарту. Спасибо. Добавлю, что компания работает не только с частными лицами, но и с организациями. Чтобы получить дубликат, необходимо иметь при себе свидетельство о регистрации авто или паспорт транспортного средства. Сергей? Спасибо, Саргалана. С нами на прямой связи была Саргалана Федорова и рассказала о новом размере госномеров для авто. И к событиям в мире спорта. Якутские спортсменки завоевали золото в первенстве России под дзюдо среди юниоров и юниорок, которое прошло на днях в Красноярске. Эйна Моисеева победила в категории до 48 килограмм, а Юлия Аман в весе до 70. В ходе пресс-конференции спортсменок и их тренеров поздравили представители Федерации дзюдо Якутии, а также главы крупных коммерческих организаций. Как признаются девушки, на достигнутом останавливаться не собираются и уже в следующем году планируют завоевать Кубок Европы. Самое главное было настроить девчонок психологически, чтобы они были готовы именно биться за золотую медаль. Думаю, что мы можем спокойно выходить как на мировой уровень, бороться на международных кубках, Европе, мире и, думаю, даже на Олимпиаде можем достойный результат показать. Надо тренироваться еще больше и больше и вкладываться в это со всей душой. А УЕФА возбудила дело в отношении бельгийских футболистов. Причиной послужил инцидент, произошедший в ходе встречи с российской сборной в рамках отборочного тура Евро-2020. Подробнее расскажет Саргалана Захарова. Саргалана, здравствуй. Что за инцидент произошел? Здравствуй, Сергей. На самом деле бельгийцы оказались под прицелом. А все дело в том, что один из футболистов сборной Бельгии вышел на поле в чужой форме. Подробнее расскажу далее в рубрике спорта. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Причиной послужил инцидент, который произошел во время матча между командами Бельгии и России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020. Встреча проходила 16 ноября в Санкт-Петербурге. На второй тайм матча защитник гостей Дедрик Баята вышел в майке своего партнера по команде нападающего Миши Бачуаи и отыграл в ней 10 минут. Кроме того, бельгийская ассоциация обвиняется в позднем начале матча. Напомню, тогда встреча завершилась с разгромом для российской сборной счетом 4-1. Несмотря на это, обе команды делят первые места в группе 1. Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение по данному делу 12 декабря. В финальной части Бельгия и Россия вновь оказались в одной группе. Также их соперником будет сборная Дании. Турнир пройдет следующим летом в 12 городах Европы. Еврокубок по баскетболу вновь разочаровал российских болельщиков. ЦСКА проиграл Басконии в гостевом матче 9-го тура регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 70-80. Самым результативным игроком стал форвард Басконии Тарника Шенгелия. В его активе 22 очка. В составе ЦСКА больше всех очков набрали защитники Майк Джеймс и Янис Стрелниекс по 17. ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 6 побед и 3 поражения. Баскония занимает 11 место, одержав 4 победы и потерпев 5 поражений. В следующем матче ЦСКА сыграет 22 ноября на выезде с испанским Реалом. Баскония в тот же день примет петербургский «Зенит».
Другой российский клуб «Локомотив Кубань» выступил более успешно. Краснодарская команда обыграла в гостях французский «Лимож» со счетом 93-77. Самым результативным игроком стал форвард российской команды Джонни О'Брайент. Он набрал 24 очка. «Локомотив Кубань» прервал серию из 4 поражений в Еврокубке. В турнирной таблице группы «Б» команда занимает 5-е место. В ее активе 3 победы в 8 матчах и 5 поражений. «Лимож» с 2 победами идет на последней 6-й строчке. В топ-16 Еврокубка пробьются по 4 лучшие команды из каждой группы. Российская сборная по теннису может выйти в финал Кубка Дэвиса. Накануне прошли заключительные встречи между командами Испании и Хорватии. Роберто Баутиста Агут обыграл Николу Мектича со счетом 6-1, 6-3, а Рафаэль Надаль оказался сильнее Борны Гойо 6-4, 6-3. Испанцы одержали 2 победы в 2 матчах и заняли 1-е место в группе. Так они гарантированно вышли в четвертьфинал Кубка. Сборная России ранее на групповом этапе одержала победу над хорватами с общим счетом 3-0 и потерпела поражение от испанцев 1-2. Россияне стали 2-ми в группе «Б». Вопрос участия национальной команды в плей-офф турнира решится в четверг, когда состоятся последние матчи группового этапа. Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 миллионов. Женский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл славянский «Браник» в дебютном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась в 3 сетах, счет 3-0. Для российской команды этот матч стал первым в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне волейболистки дошли до финала чемпионата России, где уступили московскому «Динамо». «Локомотив» и «Браник» выступают в группе «Б» вместе с турецким «Вакфбанком» и итальянским клубом «Скандичи». Команды уже провели встречу, в которой сильнее оказались итальянцы. В следующем туре «Локомотив» 27 ноября в гостях сыграет с «Скандичи». «Браник» в тот же день примет «Вакфбанк». Московский «Спартак» в серии буллитов обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4-3 в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене Мытищи. В составе «Спартака» шайбы забросили Максим Цыплаков, Дмитрий Вишневский и Патрик Херсли. У «Локомотива» отличились Артем Ильенко, Стефан Дакоста и Антон Ландер. Таким образом, «Спартак» прервал 3-матчевую победную серию ярославцев. Московский клуб занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 30 матчах. «Локомотив» после 20 игр набрал 31 очко и идет 8-м на Западе. В другом матче ЦСКА обыграл на выезде «Витязь» счет 3-2. Несмотря на это, армейцы продолжают возглавлять таблицу Западной конференции. Чемпионка России по марафону, член национальной сборной Сардана Трофимова поделилась своим взглядом на допинговый скандал. Журнал «Марафонец» опубликовал интервью с именитой якутской спортсменкой. Она рассказала о прошедшем чемпионате в Дохе. Напомню, что тогда она заняла 22-е место. Однако условия, при которых проходили соревнования, по словам марафонцев, были ужасающими. Невыносимая жара заставила сойти с трассы почти половину участников. Чемпионат входил в число квалификационных для попадания на Олимпиаду. Сардану Трофимову допустили к старту всего за 10 дней до начала. Следующие квалификационные соревнования ожидаются 4 апреля 2020 года, а допуск спортсменки истекает уже в конце 19-го. Российские легкоатлеты продолжают выступать под нейтральным флагом из-за допинговых скандалов. Это очень несправедливо. В первое время я сильно переживала, очень близко к сердцу все воспринимала. Даже был период, когда не хотела тренироваться, но все равно шла на тренировки, несмотря на сильную депрессию по этому поводу. Как нас не допустили на Олимпиаду в Рио, но другие зарубежные старты, какие могут быть перспективы. Но потом привыкла, если можно так сказать. Перестала следить за новостями, ждать ответа, допустят или нет. Сейчас мне тренер рассказывает только хорошие новости. А я продолжаю тренироваться так, как будто ничего плохого не происходит, рассказала Сардана Трофимова. Это были новости спорта. Всего доброго. Сергей, у меня на этом все. Далее тебе слово. Сарглана, спасибо. А я напомню, это была Сарглана Захарова с новостями спорта. Сегодня Всемирный день телевидения. История праздника такова. В 1966 году на очередном пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН предложила отмечать этот Всемирный день с целью поощрения обмена телевизионными программами.
прежде всего посвященным таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена. Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история телевидения началась примерно век назад. А первый эксперимент с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенное расстояние проводились еще в начале 1920-х годов в США, Японии и Советском Союзе. Отрадно понимать, что сегодня якутское телевидение, как региональный сегмент, все-таки является частью международного телевидения. Это не простые слова, это практика. Сегодня не только мы ретранслируем картинку с любой точки планеты, но также и наши коллеги, не только российские телеканалы, но и зарубежные телеканалы смело забирают тот контент, который мы производим у нас в республике, в том числе и прямые эфиры с тех или иных значимых событий. Сегодня мы можем смело говорить о том, что Якутское ТВ является частью этого огромного сегмента, как международное телевидение. Ну и всех коллег я хотел бы поздравить с этим замечательным праздником. Россиянам сократят новогодние каникулы. На празднование Нового года дадут чуть больше 1 недели. Каникулы составят 8 дней с 1 по 8 января. А 30-31 декабря останутся рабочими днями. Также в следующем году будут праздничные выходные с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября. И завершение выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдании минус 27 градусов по Цельсию, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Давление 702 миллиметра ртутного столба. В Ленске также 27 градусов ниже нуля, скорость ветра 2 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты и вовсе минус 29, ветер 3 метра в секунду, давление 729 миллиметров ртутного столба. А за окнами жителей Нерюнгри столбик термометра остановился на отметке минус 27. Штиль, переменная облачность. В Якутске прямо сейчас также 27 градусов со знаком минус, ветер 2 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.